Николай, здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, где родился, где учился, чем сейчас занимаешься? Здравствуйте, Лиза. Я учился в городской школе, родился в городе Якутске, закончил школу номер 26, технический класс, и сам выбрал путь медика. Поступил на медицинский институт в 2003 году. Учился в медицинском, занимался общественной деятельностью, был в студенческом профсоюзе, поэтому впитал в себя вот эти, скажем так, общественную нагрузку, интерес общественный. И занимался еще и выпуском газет. То есть я в какой-то степени даже ваш коллега, правда, по печатному изданию. Потом из-за этой деятельности немножко запустил учебу, меня отчислили. Я пошел в армию срочником. На год в армию съездил, получил жизненный опыт. Мне в армии понравилось. Хорошие друзья на всю жизнь остались, много товарищей по всей стране. Вернулся в Якутск, восстановился в медицинский институт и стал врачом. Получил диплом врача. Но в какой-то период жизни в тот период жизни мы познакомились с моей будущей женой, и у нас уже началась создаваться семья, у нас появился ребенок. Поэтому врачом я не стал работать. Я оставил медицину и пошел в бизнес. И начал заниматься предпринимательством. Впоследствии перешел в робототехнику, открыл IT-школу. У меня была клининговая компания. Занимался, в целом, такими вот чисто бизнесовыми проектами технологическими. У меня есть проект робот-уборщики Ведроид. И в IT-парке у меня IT-школа, где я обучаю больше 120 детей. Именно разработки компьютерных игр, программирование и разработки сайтов и приложений. Когда началась специальная военная операция, я тогда работал в университете. Я работал в Арктическом государственном агротехнологическом университете АГАТУ и был проректором по цифровизации. Внедряли Ведроид, да? Мы внедряли Ведроид, мы внедряли высокие технологии в агротехнологические направления, и мне это понравилось. Но когда началась специальная военная операция, я написал заявление по собственному желанию увольнения и уволился, потому что тогда еще законов не было, кто мог участвовать, кто не мог участвовать. Я пошел добровольцем вместе с мобилизованными, то есть не в добровольческий батальон, а именно с большой массой добровольцев, с большой массой мобилизованных людей. Это вот когда дата? 21 сентября. Уволился я в сентябре. 24 сентября я с копией приказа увольнения зашел в военкомат, и я оказался в составе 155-й бригады морской пехоты. Морская пехота. И работал уже в составе 155-й бригады морской пехоты военным врачом в медицинском взводе. Начал формировать это подразделение со своими товарищами. Потом уже перед отправкой на Украину нам поставили нового командира, настоящего офицера, настоящего разведчика, который выпускник военно-медицинской академии. Это очень достойный человек, его позывной Дархан, мы его так назвали с ребятами. А сам я стал его заместителем командира медвзвода. Попали на Украину, на Украину мы попали, получается, в конце октября, и уже начали сразу свою деятельность с штурмовых действий. Это было угледарское направление. Перед нами стояла крупная задача овладеть поселком Павловка. То есть это населенный пункт крупный, большая деревня, которую необходимо было взять штурмом. Там находилась укрепленная группировка украинских вооруженных сил, вооруженных формирований. И наша бригада участвовала в штурмовых действиях. У нас были довольно большие потери, довольно крупные потери. И я занимался тем, что с товарищами с медвзвода эвакуировал раненых и оказывал первую медицинскую помощь. И дальше по этапам медицинской эвакуации доводили их до спасения. Нам повезло, что в наш костяк бригады это все-таки больше выходцы из Якутии ребята. И очень достойные ребята из Приморья, из других регионов в том числе. Но в основном там рулят Приморье и Якутия. И вот мы как два братских региона мы смогли очень достойно себя показать и хорошо отработать по штурмовых действиях. Вот именно штурм Павловки когда случился? Штурм Павловки, он откладывался несколько раз.
хотя были бои, хотя были столкновения постоянные, разведчики, артиллеристы, танкисты. Столкновения были каждый день, весь месяц октябрь. Но штурм начался 29 октября. Он начался с массированной бомбардировки, с массированной артиллерийской бомбардировки этого населенного пункта и потом ввода десантно-штурмовых подразделений. Это такой довольно тяжелый период времени был, когда были очень крупные потери первые. Нас там ждали, они знали, сколько нас, они знали, ну, скажем так, не только от радиоперехватов, а еще от того, что на них работала очень сильная агентура из местного населения. Поэтому, Знали всё, получается, заранее. не все, скажем так, они знали, что будет штурм, что надо им готовиться. Вот этот момент они хорошо учили и подготовились. Дата штурма никто не знал, мы работать начали очень быстро, стремительно. И наши подразделения смогли занять часть населенного пункта, но к противнику прибыли подкрепления, крупные подкрепления. И за счет того, что они взяли нас почти в полукольцо, нам было трудно отбиваться уже после того, как заняли определенные позиции. Потом началась зачистка Павловки, и уже наша бригада 155-я, не хочу задеть чувства других товарищей, но некоторые подразделения в ходе штурма отвалились от нас, то есть не дошли до конца. Многие понесли потери и откатились на исходные позиции. Нашей бригаде была задача довести штурм до логического конца, и мы эту работу выполнили. В ходе этой деятельности, в ходе этой работы, боевой работы, я получил тяжелое ранение. Это было 3 ноября, это была, получается, утренняя атака, то есть предрассветная. Мы пошли в такое, ну, скажем так, наступление. Наша задача медвзвода это было пробраться на территорию Павловки, пробиться туда и оказать первую медицинскую помощь. Нас высадили недалеко от мин, ну, скажем так, на позициях определенных, разминированных, и дали задачу идти на соединение с нашими войсками. Мы попали под артиллерийский обстрел. Часть моих сослуживцев, часть медиков получила ранения средней и легкой тяжести. Мы их подняли, начали эвакуировать на точку эвакуации. В ходе эвакуации раненых мы еще подобрали других солдат из других подразделений и пробивались к своим позициям пешком. Довольно большое расстояние преодолевали. И в ходе этого отступления я получил сколочные ранения. Вот в метре от меня разорвался снаряд, минометный снаряд, 83-миллиметровая мина. Она взорвалась в воздухе, меня накрыло осколками, пробило бронежилет сбоку. Там у меня не было мощной брони, там были только... Немножко открытое место, да? Да, там буквально стык между плитами. И туда зашли осколки мне в живот и еще в ногу. После этого я еще несколько часов двигался в сторону эвакуации. Меня не обезболивали, потому что при обезболивании, особенно промедолом, я бы потерял сознание. И меня пришлось бы нести на носилках, что замедлило бы наше и так уже, скажем так, не самое быстрое подразделение. Нужно было нам отступать под минометным обстрелом по минному полю. Ну, за проявленный героизм, за смелость ты получил в июне орден за мужество. Сейчас, давайте, немножечко... Всех медиков, которые принимали участие в работе, наградили медалью за отвагу. Это очень такая-то солдатская медаль. Я очень горжусь тем, что мы, братья, стали награжденными этой высокой честью. Но когда было награждение, мне не сказали, что чем меня наградят. Я думал, что вот я выйду сейчас перед строем на общем плацу. Ну, я приехал в Владивосток, это был месяц июнь. У нас было общее награждение, распределение по подразделениям. На общем построении командир части сказал: гвардии сержант Потапов Николай Анатольевич, пожалуйста, выйдите из строя. Я выхожу из строя. За правильный героизм, за выполнение боевых задач мы награждаем тебя орденом мужества. Снимая сцену, я потерял дар речи, я не понял, что случилось, как так. Ну, вот, всех моих товарищей наградили медалью за отвагу. Почему меня выделили из общей толпы, из общей группы награжденных? Комбат мне шепнул на ухо, он сказал 2 слова: все раненые выжили. То есть все те раненых, которых мы обработали, мы смогли эвакуировать, они выжили. И я понимаю, это заслуга не одного меня, это заслуга всех наших друзей, товарищей, всех солдат, которые принимали участие, всех матросов. И в те самые сложные первые дни наступления, когда было огромное количество потерь,
огромное количество раненых мы смогли выстоять и спасти. Вот, Сколько человек? ну, я не могу назвать точное число, потому что, но вот тех, которых я смог протокол записать, то есть обработать, протокол записать, было 85. Я не считаю, честно сказать, я не считаю себя героем, я считаю, что я просто выполнил свою работу. И в какой-то степени оправдал то, что получил медицинское образование. В нашем подразделении, вот, в бригаде, 155-й бригаде морской пехоты всего хватало вот, с избытком. И даже гуманитарной помощи в том числе, которой мы хотели бы поблагодарить местное население российское, якутское за оказанную помощь. Все дошло до каждого солдата. Чуть, может, с опозданием, но до каждого доходит. По снаряжению нас, мобилизованных, одели фактически сразу в первый день. Одели, обули, накормили, выдали снаряжение, выдали оружие. И уже сразу мы начали заниматься боевой подготовкой. На Украине нас уже ждала, ну, скажем так, свежая новая техника с иголочки, только что с заводов. Бронетехника, танки, БТР, БМП, артиллерия. Там только нужны были солдаты. Люди, которые бы, ну, собственно говоря, исполняли бы эту тяжелую грязную работу. А вот по части снаряжения, по оружию, всего было много. Нам выдали специальные санитарные сумки, снаряженные по последнему слову техники. Это не старые советские такие вот квадратные коробки, а вот рейдовые рюкзаки по 30 килограмм снаряжения. И там было все, от кислородных баллонов, кислородных масок, до плазмы, до противоожоговых, до болеутоляющих, до жаропонижающих. Все у нас было. На самом деле нас хорошо подготовили. Вот. Не хочу комментировать там каких-то солдат, или которые там на камеру ругаются или плачутся, но вот морская пехота снаряжена была отлично. И по сей день ее снаряжают отлично. Ее снаряжает не только Министерство обороны и Тихоокеанский флот, но еще и, собственно, простые люди. В городе Владивосток, если ты вот такой экипировки пройдешь, то ты свой человек. Там любят морскую пехоту, там любят свою бригаду. Там много выходцев из 155-й бригады. А ребята из Якутии уважают вдвойне, потому что мы очень хорошо себя показали вот в ходе штурмовых действий. В ходе штурма Мариуполя, в ходе штурма Павловки, в ходе штурма Угледара. Мы достойно отработали. Нам не стыдно. У меня сейчас отпуск по ранению. Мне сделали 3-ю операцию на животе, восстановили кишечную проходимость, вынули все осколки и колостому убрали. Вот что касается осколка в ноге, то он еще глубоко сидит, его еще вытаскивать и вытаскивать. Скорее всего, в сентябре, в октябре его вытащат, прооперируют, дадут период реабилитации отдохнуть, там 2, может 3 месяца. А потом, скорее всего, снова будет военно-врачебная комиссия, поставят степень годности и по итогам ВВК уже скажет, служить дальше или не служить. Но у меня будет категория годности, скорее всего, Б, то есть годен, но с ограничениями. Расскажи, пожалуйста, о семье, как родные тебя поддерживали. В первую очередь, я очень люблю свою жену, своих детей, и меня переполняет гордость за то, как мои близкие меня поддерживают. На самом деле я очень растроган тем отношением, той добротой, той любовью, которой меня окружила моя семья. И именно это позволило мне в эти тяжелые месяцы после операции, когда я был, скажем так, мне было трудно передвигаться. У меня было открытое ранение живота, у меня на животе висел пакет колостома. Я входил туда, в пакет, и температуры постоянные были, и боли постоянные были, и со сном проблемы. И вот именно семья смогла меня реабилитировать. Поэтому именно я рекомендую, вообще советую молодым людям жениться, создавать семьи, рожать детей, создавать ячейку общества. Это очень вам самим поможет именно преодолеть те трудности, которыми вы, не дай бог, столкнетесь. Сегодня наши земляки получили звезду Героя России от рук лично президента Российской Федерации Владимира Путина. Это наши земляки, там ребята из Усть-Алданского и Сунтарского аулусов. Что можешь сказать насчет их подвига? Пожалуйста. Только браво, молодцы, вы большие герои, большие молодцы. Я
как любой житель Якутии, горжусь тем, что среди нас теперь есть еще новые герои, которые достойно смогли себя показать, которые смогли выдержать такой тяжелый бой и с превосходящими силами противника, и выйти из боя победителями, сохранив оружие и сохранив свою жизнь. Это дорогого стоит. Я уверен, что, вот, как сказал Дмитрий Песков, этот бой войдет во все учебники истории, во все учебники по военному делу. Как можно одному противостоять такой большой группе противника? Ведь там были десантники, это были десантники-штурмовики. Я знаю, насколько сильны украинские пехотинцы, насколько подготовлены, насколько они опытны. Поэтому выдержать такой бой – это достойно уважения. Поэтому только рукоплескать могу и пожелать семьям и родителям, в первую очередь этих молодых людей, молодых героев, это вам есть чем гордиться. У вас теперь новая реликвия в семье есть. Это очень хорошо. Скажи, пожалуйста, вот что тебя сподвигло пойти добровольцем? Ну, вообще, если честно, я врачом не работал, на самом деле. Я в студенчестве подрабатывал медбратом, санитаром, на скорой помощи и в травмпункте. И вот во мне осталась эта нереализованность медицинская. То есть у меня папа врач, мама врач, бабушка врач, жена врач, теща врач, другая бабушка, братья, сестры. Я не мог поступить никуда, кроме как медицинский. И вдруг я оставляю медицину. И во мне в душе эта пустота осталась. И поэтому, вот, если вот так вот рассматривать назад, то я именно стремился помогать людям. То есть оправдать то доверие, которое мне в свое время оказала семья, институт медицинский, которые смогли меня выучить. И хотел эти знания принести, помочь людям. И я спас много жизней, и я считаю, что мне не стыдно теперь за то, что я не работал, но тем не менее я смог реализовать себя как врач. Пусть и в такой вот, пусть в такой ипостаси. И я горжусь тем, что меня очень хорошо, достойно подготовили мои наставники, преподаватели, учителя, которые меня очень трудно доставалось вот эти знания. Мне очень трудно шло образование. Я не был блестящим студентом. Я учился кое-как, стройки на четверку, стройки на двойку, с пересдачами. Мне было трудно учиться. Но вот именно эти трудности, они мне помогли лучше запомнить материал, предмет. И в критической обстановке я не растерялся и смог отработать. Ну, правда, сам не смог уберечься и получил несколько ранений. Одно было очень тяжелое ранение, это в живот. И, скажем так, у меня было несколько раз клиническая смерть, когда останавливалось сердце от болевого шока, когда от потери кровотечения истекала кровью. Умирать это больно на самом деле. Больно и неприятно. И потом занавес, и ты только просыпаешься, когда тебе уже реаниматор вытаскивает, выводит из комы. Так скажем так, не очень опыт. И не хотел бы я другим людям пожелать. Поэтому берегите себя. Николай, что для тебя понятие патриотизм? В первую очередь это любовь к родине. Любовь к малой родине и к большой. И патриотизм, он выражается не только в служении государства с оружием в руках, но еще и добросовестный труд, уважение чужого труда, уважение общества, в котором ты находишься, любовь к своей семье. Это такой комплекс, это целая система ценностей на самом деле. Патриотизм не может быть, я вот служил в армии, я патриот. Нет, патриот – это люди, которые в первую очередь достойно живут и с совестью к самому себе и к окружающим. Когда внутри тебя есть спокойствие, то есть ты можешь спокойно выйти, тебе не надо никуда оборачиваться, что-то кого-то обманывать, что-то такое срочное делать, какую-то мутить что-то. Это на самом деле все очень просто. Ты честно отработал, честно заработал, честно сделал. И в какой-то степени это патриотизм. Но с другой стороны, за Родину надо все-таки постоять. И патриотизм это все-таки в первую очередь это умение идти до конца. То есть надо будет и не побояться пролить свою кровь и чужую.